Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня мы будем говорить о выборах в Грузии, на которых победила грузинская мечта. И хотя остальные другие оппоненты грузинской мечты, несколько оппозиционных партий, которые попали в парламент, они бойкотируют, собственно говоря, новый созыв парламента. И тем не менее, в общем-то, картина более-менее становится понятна, что грузинская мечта еще на один очередной парламентский срок. И мы, естественно, будем сегодня говорить с нашим постоянным политическим экспертом Астамуром Тани. Астамур, добрый день. Здравствуйте. Нам все-таки интересен, наверное, Грузия интересна в контексте, в любом случае, абхазской тематики, в контексте грузино-абхазского конфликта. Наша власть изначально, это вообще редко такое было, нонсенс, такое был, но тем не менее несколько раз такие реверансы выписывала в сторону грузинской мечты, что вот нам выгоднее, чтобы грузинская мечта выиграла. Насколько вообще эта диспозиция, которая сейчас образовалась, то, что грузинская мечта выиграла выборы, оно как-то вписывается в наши абхазские долгосрочные интересы? Мы с тобой этот вопрос тоже не раз обсуждали. Конечно, скорее всего, судя по всему, грузинской мечте удастся сформировать новую власть, правительство, потому что даже из заявлений международных наблюдателей не вытекает, что там были нарушения, которые каким-то критическим образом повлияли на ситуацию в стране. Для этого много причин. И состояние оппозиции, и ситуация в самой Грузии, вокруг Грузии. И, скорее всего, большая часть избирателей, они выбрали между стабильностью и неизвестностью стабильность. В этом смысле, я думаю, что нас этот расклад тоже устраивает, потому что для нас будет достаточно предсказуемая картина. Впереди, я думаю, предстоит большая дипломатическая работа для того, чтобы сформулировать какую-то реалистическую повестку для переговоров, которая соответствовала бы и нашим, и грузинским интересам. Это, как мы еще раз не раз говорили, это вопросы экономики, трансграничной торговли, транспорт, связь, меры доверия, деэскалация какого-то общественного дискурса. Мне кажется, это сейчас для этого окно возможностей появилось. Конечно, в ходе парламентской кампании много говорили о том, что это грузинская мечта, это пророссийская сила. И, кстати, и российские комментаторы многие об этом говорили. Я думаю, что это слишком простое вообще объяснение. Грузинская мечта, ее скорее можно назвать реалистической силой, которая пытается в сложной геополитической ситуации, которая складывается вокруг Грузии, извлечь максимальную пользу. И от торгово-экономических связей с Россией, и с Турцией, и с Западом они связи не теряют. Грузинская конституция остается, это положение о стремлении к интеграции с Евросоюзом. Конечно, эта перспектива очень туманная вообще. Это скорее такой лозунг. Но Грузия, я уверен, будет стараться сохранить тесные отношения со всеми внешними игроками. Я думаю, по большому счету, такой статус-кво, в силу того, что в мире появляются все новые какие-то крупные точки напряжения, мне кажется, что такой расклад относительной стабильности, если
чуть-чуть отвлечься от этой предвыборной борьбы, он соответствует интересам и России, и Запада, и Турции, и Ирана, вот, чтобы не отвлекать лишние силы в какой-то новый регион, где возникла точка столкновения интересов. Вот в этом смысле я думаю, что победа мечты будет таким позитивным фактором. Вы обратите внимание, что кто сразу отреагировал на эту победу? Армения, Азербайджан, Турция. Вот такие региональные игроки, они моментально направили свои поздравления. Значит, их этот расклад вполне устраивает. Никто из них под сомнение результаты выборов. Китай, кстати. Да. Вот. Внерегиональный игрок, глобальный игрок уже, можно сказать, тоже соответствующим образом отреагировал. Ну, я думаю, в принципе, если бы был бы другой расклад, те же Армения, Азербайджан, я думаю, тоже когда-то... Нет, это прям заметно было, как это быстро все произошло. Вот, еще не подведены были официальные итоги. Вот. До сих пор там есть требования о пересчете, я думаю, эти процедуры будут пройдены все. Вот. Тем не менее, вот такие шаги были сделаны. Пауз не было. Хорошо, но мне вот победа этой грузинской мечты, она... В общем-то, куча всяких вопросов возникает не в плане того, как она выиграла, а все-таки в ее предвыборной кампании очень много места уделялось теме конфликтов. Были различного рода заявления, в частности, вот самое запоминающееся это было то, что Кобахидзе, премьер-министр, там, в день независимости Грузии, там, 26 мая, там, заявил, что мы в Евросоюз к 30 году мы пойдем в Евросоюз с нашими братьями абхазами и осетинами. Это первое. Второе. Сам Иванишвили? И сам Иванишвили, да, перед этим тоже заявил, но он как бы акцентированно Кобахидзе заявил. Но Иванишвили уже дальше говорил, когда о необходимости, что найдет силы о том, чтобы извиниться перед осетинами за войну 2008 года и о том, что виновники этой войны в лице национального движения, им будет как бы устроен своеобразный Нюрнбергский процесс. Ну, тема, что называется, не зашла. Тема не зашла, да, тема не зашла, и то есть вот в этот весь период, это было сказано в августе, тема начала раскручиваться вот этих, каких-то изменений, тема, условно говоря, вот это восстановление территориальной целостности Грузии, она начала раскачиваться как раз с мая месяца. С мая месяца, и потом уже, когда стали, то есть без всяких подробностей, потом уже, когда логически стали выходить, вышли на конфедерацию, тема этой конфедерации не зашла. Не зашла, тем более еще и не зашла тема с извинениями. Там различные социологические опросы. Мы в одной из передач говорили, да, что это был рискованный шаг. Рискованный шаг, но они отыграли. Ну, вместе с тем, то, что этот рискованный шаг был сделан, это говорит о том, что по этому вопросу, по крайней мере, Иванишвили готов на какие-то неординарные шаги. Вот, посмотрим, во что это спроецируется после парламентских выборов. Но, тем не менее, после того, как эта тема не зашла, было понятно, когда уже во время выступления того же Кобахидзе на Генассамблее ООН, где он просто уже как бы не развивая эту тему, и говорил, что вот пусть абхазцы и осетины придут, мы их обнимем, условно говоря, там наши братья и так далее. То есть обычный такой рахат лукум, который в разные периоды звучал от всех правителей вот этой Грузии за последние 30 лет, что от Шеварднадзе, что от Саакашвили и так далее. То есть, ну, вот такая как бы ничем не обязывающая. И нам, мы все-таки должны уметь отделять пропагандистскую шелуху от реальных шагов. Если мы будем говорить за весь период нахождения грузинской мечты у власти,
вот, мы увидим, что много позитивных шагов, направленных на деэскалацию ситуации вот, вдоль границы по реке Ингур, была осуществлена. Ряд таких программ осуществляется, которым пользуется абхазское население, медицинских программ, допустим. Вот. В целом стабильная ситуация в этом регионе, который при предшественниках постоянно лихорадила. Мы помним, каких усилий жертв стоило поддерживать там присутствие органов власти Абхазии. Да, вот, послевоенный период. Вот, так что это само по себе это очень был крупный шаг, важный. Но все-таки единственное, в чем отличие той же грузинской мечты, там, допустим, отправления Михаила Саакашвили, реальных таких угроз возобновления войны не было. Была прекращена вот эта диверсионно-террористическая деятельность на границе, грузино-абхазской границе. Все эти отряды, которые там, спецподразделения, которые орудовали, там были распущены, кого-то посадили и так далее. Но глобально, в общем-то, в подходе к грузино-абхазскому конфликту, в общем-то, ничего не изменилось. Та же программа медицинская, которую ты назвал, она, в принципе, началась еще была запущена еще при Михаиле Саакашвили, так что он ее, в принципе, продолжил, партия, то есть Иванишвили продолжила. Кроме того, закон об оккупации, который был принят сразу же после войны 2008 года, он без изменений остается. Сейчас, когда грузинская мечта, в общем-то, опять имеет большинство в этом парламенте, после того, как она, в общем-то, опробировала вот эту тему конфликтов, да, прозондировала в процессе выборов, и, тем не менее, вот, при том, что она убрала, да, вот эти, как конфедерации, все эти подробности, тем не менее, есть, наверное, все-таки какие-то телодвижения в отношении все-таки разрешения вот этого конфликта. Или хотя бы как бы из ситуации законсервированных конфликтов перейти к более каким-то, ну, более такому каким-то действием все-таки, хотя бы, наверное, может быть, налаживанию. Ну, мы вынуждены с тобой из передачи в передачу повторяться. Вот. Но, конечно, у них сейчас появится карт-бланш на принятие каких-то политических решений. Посмотрим, что будет сделано. Хотя я раньше говорил, что я не верю в какие-то кардинальные решения по вопросу государственно-правовых отношений. Во-первых, позиции сторон кардинально отличные. Вот, и ситуация в регионе этому не благоприятствует. Поэтому я думаю, что есть вещи, которые, если мы отвлечемся от вот этой повестки, которая ни к чему, никаким решениям не приведет, а к повестке практической, ну, о которой мы не раз тоже говорили, экономика, социальные отношения, защита прав населения, связи между там всякими, не знаю, может быть, общественными структурами. Там много людей, у которых родственники по ту и по другую сторону реки проживают. Вот если этими вопросами мы займемся, мне кажется, мы можем рассчитывать на, во-первых, деэскалацию, улучшение климата. И, конечно, важным шагом на пути этого должно было быть отмена или трансформация вот этого самого законодательства по оккупированным территориям. Без этого трудно будет рассчитывать, потому что невозможно будет сформировать какую-то переговорную площадку, потому что закон прямо запрещает, грузинский закон властям Грузии запрещает поддерживать непосредственно отношения с абхазской стороной. Вот. Если мы сможем реконструировать какой-то переговорный формат, ну, хотя бы такой же или похожий на то, что было в 2008 году, возможно, на основе женевских дискуссий,
вот, в этот формат преобразовать в переговорный. Само по себе это будет очень сильное решение, прорывное, можно сказать, с которого можно будет потом с этой площадки уже двигаться дальше. Вот, то есть мне кажется, что такие перспективы, они существуют. Надо разговаривать, использовать, пока есть, не существует пока таких формальных каналов, неформальные разные каналы использовать, те же женевские встречи использовать, вот, для того, чтобы донести свой взгляд, свое видение вот по этому кругу вопросов. И, может быть, заручиться даже международной поддержкой в этих вопросах. Ну, вот грузинская мечта, она все время подчеркивала о том, что собирается, то есть военного пути решения конфликта нет, есть только мирный путь. То есть у нас, в принципе, это нам интересно. Нам интересно. С другой стороны, есть две вещи, которые нам, в принципе, вот в нынешней ситуации, наверное, интересны. Опять же, тот же мир, гарантированный мир, ну, с подписанием соответствующего документа при посредничестве каких-то международных сторон, да, он возможен, опять же, если будет изменен закон об оккупации. То есть, знаешь, выходит... Должны быть стороны в конфликте. Да, мы не сторона пока. Мы были стороной в конфликте. Вот, Грузия признавала за нами этот статус, международные организации за нами этот статус признавали. Де-факто признают и сейчас. Вот. Я думаю, что предыдущий опыт переговоров и тех решений, которые были приняты, мы их вообще забыли и игнорируем, но они очень большую роль сыграли. Во-первых, в недопущении силовых действий, в защите населения по обе стороны реки Ингур, вот, в экономических вопросах, в мерах доверия. Там большой пакет документов, его нужно вот посмотреть, и тогда мы по-настоящему оценим достижения того периода. Мне кажется, что это прецедент, наш собственный прецедент, который мы можем повторить еще раз. Вот. Потому что есть вопросы, которые мы друг без друга не можем решить. Ну, есть еще один. Даже этот вопрос, вот, в перспективе, я думаю, обязательно встанет вопрос, поскольку все равно будут деблокированы коммуникации в восточной части Южного Кавказа, к этому делу идет. Вопрос встанет о деблокаде коммуникаций, проходящих через Западный Кавказ. То есть через территорию Абхазии, Грузии, далее на Армению, Турцию и так далее. Вот. Это, во-первых, потребность в этом экономическая существует и у обеих сторон, потому что у нас тупик получился из Восточной Абхазии и Западной Грузии. Там нету таких драйверов развития мощных. Поэтому население оттуда уходит. Вот. Это, если будет там транзит, какая-то экономическая активность вокруг этого, то это будет выгодно обеим сторонам. Но сейчас мы заговорили вот как бы о Южном Кавказе как о транзитной территории, о ее перспективах деблокирования этой магистрали. Но опять же ситуация как бы поменялась. С одной стороны, Россия активно выступает за это. Сейчас уже и Китай, который там строит порт в Анаклии, наверняка тоже как бы видит в этом перспективу. Раньше очень активным игроком в этом вопросе была Армения, но сейчас в Армении вектор поменялся, и как-то она не очень как бы акцентирует на этом внимание, то есть ей уже практически все равно откроется. Это транзитная страна, транзитная страна, Грузия гораздо больше возможностей имеет, чем Армения. Это да. Ну вот раньше и Азербайджан был категорически против. Сейчас, в общем-то, ситуация, наверное, меняется. И насколько вообще перспективно вот
Да и само отношение Грузии как бы к этому вопросу, я думаю, в этом контексте будет меняться, наверное. Как ты думаешь? В целом климат вокруг этого вопроса будет меняться. Потому что мы видим, что по прошествии такого длительного периода застоя ситуация стала меняться. Ну, вообще, конечно, это началось еще в конце 90-х годов, во второй половине 90-х, когда реализовывался проект Баку-Тбилиси-Джейхан. Но там был какой-то известный геополитический перекос. Поэтому там регион периодически лихорадило. Да. Если вот сейчас, допустим, откроется магистраль через Сюникский или Зангезурский коридор, как его называют, да, тоже может быть такой перекос в сторону интересов там, других региональных игроков, таких как Турция. Поэтому для того, чтобы ситуация в целом была стабильная и чтобы примирить интересы вот этих крупных региональных и внерегиональных игроков, обязательно вопрос встанет. Потому что это и Россия в этом заинтересована, в участии в этом, в транзитных всяких проектах. Так что я думаю, что сейчас это окно возможностей открылось. Если говорить о нас, вот, для нас это возможность выступить субъектом во всех этих моделях, и экономических, и переговорных, вот выступить пусть в качестве абхазской стороны или стороны в конфликте, вот, но в качестве игрока. Вот. Этот шанс мы не должны упустить. Но мы не должны упустить, но вот каково должно быть поведение нашей власти вот в этом конкретно. Вот сейчас выборы закончились в Грузии. У нас выборы на носу. Существуют прекрасные медийные возможности. Нужно выработать модель публичную, реалистичную, естественно, но ее публично озвучивать на разных площадках. Чем шире вот эти контакты будут, пусть это будут неправительственные контакты, полуофициальные, официальные, интервью в средствах массовой информации. То есть нужно вокруг этой темы создавать дискурс. При этом не чисто пропагандистский, больше информационный, потому что нужно показать, что эта модель нужна не только нам. Нужно подобрать правильные аргументы. Для чего это нужно Грузии, для чего это нужно России, Турции, тем же западным игрокам, чтобы они не противодействовали реализации этих проектов. Вот чему это может способствовать. В целом, вообще, не случайно же раньше об этом тоже задумывались, о всяких закавказских надгосударственных моделях с участием этих республик. 2 попытки было, не очень неудачные. Но если говорить о современных каких-то перспективах, более отдаленных, ну, может быть, это и сотрудничество во всякой тарифной, таможенной политике. Ну, то есть речь идет, можно вести об региональной интеграции. Если будет региональная интеграция происходить между этими странами, у которых мы знаем, что всегда такие довольно напряженные отношения были, они связаны с территориальными вопросами, то меньше будет шансов возобновления вооруженного конфликта. Вот. То есть на данном этапе задача и абхазской политической элиты, экспертного сообщества заключается в том, чтобы сформулировать для себя эту модель, обсудить ее внутри и обязательно ее транслировать в окружающий мир. Из этого мы сможем увидеть, что из этого вызывает это интерес, в каком виде вызывает интерес. Так просто сидеть, размышлять гипотетически так не получится. На этом мы будем, в общем-то, завершать нашу передачу. Я думаю, так или иначе мы уже попозже
в своих передачах вернемся к теме Грузии, к теме грузино-абхазского конфликта, когда уже какая-то конкретика образуется. И я напомню еще раз, что сегодня у нас в гостях был Астамур Таня. Кроме того, напомню, что нас можно видеть на YouTube-канале «Чегемская правда». Подписывайтесь на страницу «Чегемской правды» в Facebook. Также можно какие-то вещи читать на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. Отдельные какие-то комментарии в моем телеграм-канале «Инал Хашик Чегемская правда». В общем, дал вам весь расклад, где наши какие-то концы есть. В общем-то, я с вами прощаюсь. До свидания. Астамур, спасибо. Всего доброго. Спасибо.